Встречи, совещания, командировки, мероприятия, репетиции, научная работа, костюмы, ансамбли, творческие коллективы – это сегодня такой насыщенный ежедневный график обычного рабочего дня простого чиновника, да еще и творческого человека Дикала Музакаева. А когда-то, давным-давно, в далеком детстве, когда он воспитывался и рос у двоюродного дедушки, сурового старца по имени Малцик, он думал только о том, как больно его пальцем от того, что дедушка заставлял его не просто отплясывать под звуки дечек Бондара, а как положено искусному танцору становиться на носки. Окидывая строгим взглядом, Музаки Малцик указывал юнцу на круг, и тот пускался в пляс. Боль была мучительной, но Дикалу терпел. Первые уроки мне давал мой дедушкин брат Музаки Малцик. Помню возглас такой. «Ах!» Это была команда «На пальцы вставай». Хочу я, не хочу, я должен был танцевать, когда мой дядя надумает, мне надо было вставать и идти в круг танцевать. Это было тогда, а потом он уже сам с удовольствием делал это так хорошо, что мог без труда выделывать по несколько раз в день, восхищая лихостью других. Семья Музакаевых большая, хлебосольная, со своими традициями. Здесь, как и во всякой войнахской семье, почитают гостя. Хранительница очага мама, милая, добрая. Ее нет уже несколько лет, но традиции в этой семье свято чтят. Вот и сейчас Дикалу вырвал из своего плотного графика репетиций, совещаний, встреч и командировок время для встречи с родными. Кстати, ни одна поездка Дикалу на малую родину не обходится без встречи с главой администрации района. А на этот раз он даже не удержался и зашел в родную школу, в которой царила атмосфера беззаботной юности и новых жизненных судеб. И на минуту прошлое вдруг оказывается настоящим, в котором отголоском той юной поры оказался мальчик с такими же голубыми глазами и кудряшками. Встреча с учениками родной школы, с ее учителями, фото на память, воспоминания и обещания организовать концерт звезд чеченской эстрады в родном селе. В Серноводске, подобно ледниковому периоду, где все становятся на коньки, дети встали на носки. Обычное воскресенье в обычном сельском доме культуры. Дети занимаются танцами. Его встречают, как будто ждут всегда. А потом они не упустили возможность попросить самого министра провести мастер-класс. И он с легкостью поднялся на ту самую сцену, где 40 с лишним лет назад сам когда-то начинал танцевать. Поднимай. Поднимай, голова прямо. Вот так, смотри прямо. Здесь по-прежнему работает Раиса Мизаева, его первый педагог по танцу. Первые шаги в мир искусства, в хореографии, именно я смогла вот этого великого мастера где-то обучать. Связь поколений, традиций. У Дикалу самого большая семья. Его всегда ждут дома, как бы поздно он не возвращался. В жизни людей всегда бывают взлеты и падения. Артистам надо быть на сцене, а в жизни надо быть человеком. В семье надо быть, если ты мужчина, хозяином. Если у тебя есть дети, надо быть отцом примерным. В тяжелые минуты надо стараться быть мужчиной. Самый сложный период нашей жизни – это мы потеряли мальчика, которому 13 лет было. Вот говорят, в семье все равно ты как-то над одним, у тебя бывает глаз останавливаться над одним ребенком. Да, вот это была его душа, он всегда...
Чего он только не терпит, чтобы мы, зрители, сидящие в зале, могли насладиться искусством танца. Искусством, которое со стороны представляется несложным, но в этом как раз и кроется самый большой его секрет. Секрет, раскрыть который не каждому под силу. Народный артист Российской Федерации Дикало Музыкаев может это подтвердить не словами, а танцем. Тем самым танцем, который стал для него смыслом жизни. Обладая хорошими физическими данными, в его глазах было столько огня, что невозможно было не влюбиться в юного синеглазого мальчишку, которого после отборочных туров зачислили в балетную школу при Большом театре. Но поехать не получилось. Музыкаев-старший категорически отклонил предложение комиссии. Это был удар, ведь Музыкаев-младший не просто жил мечтой о танце, он желал танцевать, как бог танца Махмуд Исамбаев. Москва и Большой театр долго оставались заветной мечтой юного танцора Дикало Музыкаева. Лишь мама верила в мечту сына. Отец-то против был, она все время из-под тишка на ухо: Дикало, не бросай танцы, у тебя это очень хорошо получается. Но нравилось ей все это. Пусть не прячется, пусть танцует, у него это хорошо получается, скажет отец. Выбор сделан, он посвятил себя танцу. Говорил я ему, ну, и что делаешь? Все время танцевать так, а куда же это? Если нога у тебя заболеет, будешь что, без профессии, как ты можешь танцевать, показывать себя? Нет, все равно. Ну, я тогда промолчал, согласился, поехал в институт, в Москву. Культпросвет училище, потом ансамбль песни и пляски Северокавказского военного округа и, наконец, Московский институт культуры, специальность педагог балета, профессиональная деятельность, семья. Кстати, о времени. Дикало научился его ценить с раннего детства, и в студенческие времена он ценил каждую минуту, зная, что эти мгновения не вечны. Наверное, поэтому его называли фанатом за приверженность к миру танца, а еще его называли дедом за мудрость и сдержанность. Я просто смотрю на него, когда что-то делаю, я уже вижу, он доволен или нет. Хотя он никогда в жизни не сказал, что он доволен. Такие мероприятия, серьезно, он с нами выезжает, и он, естественно, даже там, если мы огонь дадим, он никогда нам не говорит. Он говорит: нормально, и все. Первый урок как бы вместе. И то, что он делал, может, я не так сделаю, никогда даже не сделаю. Если даже сделаю, я не смогу этого сказать, потому что это мой отец. Он тоже для меня очень многое сделал. Я как бы сам завидую себе, что у меня есть такой отец. Я это ценю, знаю и буду ценить, поэтому. Но все равно мне еще много надо учиться, работать. Мне все равно, кем будет мой сын, лишь бы он был человеком и мужчиной. В продолжение времени. Еще в детстве он всерьез увлекался рисованием. Он и сейчас в свободную минуту берет в руки карандаш, белый лист бумаги и начинает набрасывать эскиз сценических костюмов для родного ансамбля. Он тонкий ценитель классической музыки. Несмотря на плотный график, он занимается исследовательской работой об истории ансамбля «Война». Сегодня по поручению президента Рамзана Ахматовича Кадырова Дикало работает над новой концертной программой для государственного ансамбля песни и танца «Нокчо». И параллельно остается духовным наставником для родного ансамбля «Война». Было заложено очень многое нашим первым президентом и нашим нынешним министром культуры Дикало Музыкаева. Действительно, они смогли возродить ансамбль и вывести «Война» на сцену не только в нашу республику и даже на мировую арену. Стремясь уделить каждому особое внимание, он успевает заниматься благотворительностью. Его рабочий день заканчивается глубоко за полночь. После трудового рабочего дня он приходит в репетиционный класс, ставший частью его судьбы, и продолжает заниматься у станка. Вообще для нормального артиста балета это второй дом. Совершенствуя свою технику, он находится в постоянном творческом поиске. Чем больше признаний публики, чем больше известность, чем больше популярность,
тем больше ответственность. Если сам человек уважительно относится к своему делу, если он ценит, уважает себя в своем деле и не может жить без этого дела, это становится синтезом. Тогда такого человека уважает все общество. Моя мечта – театр, танцы народов мира. Я об этом несколько раз говорил нашему президенту Рамзану Ахматовичу. Я счастлив, что он нашел понимание, дал мне добро на восстановление этого театра. Вот одна из моей мечты – это мечта, чтобы заработал этот театр. Самая большая мечта, чтобы все-таки у чеченцев был свой музыкальный театр. Еще в школе Дикало написал в своем сочинении: «Счастье – это когда люди вокруг тебя счастливы, им ничего не надо». В этом весь Музакаев. Судьба подарила ему возможность пронести через жизнь, дарить радость всем, кто его окружает. Ведь не зря сказано, что танцор – это сосуд, наполненный счастьем.